Испытано на себе. Дорогие друзья, я приветствую вас на канале Якутия-24. С вами выпуск «Испытано на себе». И сегодня я буду изучать танец брейк-данс. Будут занятия проходить с группой, не индивидуально, а обучать нас сегодня будет Петр. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот перед тем, как начать, уже непосредственно тренировку, хотелось бы узнать, как вы сами пришли в брейк-данс? Брейкинг для меня он начался, конечно, как у всех, с клипов. Просто смотрели первый раз и хотели это повторить. Но более-менее серьезно я начал заниматься в 2004 году, когда я сам еще учился в школе. Вот. Ну и вот так потихонечку получалось, и до сих пор уже занимаюсь этим профессионально уже. Ну, получается, в то время как раз был пик, этого вот. танца. Он был на слуху, модно, наверное, даже было танцевать брейк-данс. Конечно. Даже? Вот, конечно, только и ради этого мы и танцевали. И получается, сколько вы уже в качестве преподавателя? Как качестве преподавателя я преподаю брейк уже, сейчас уже дайте вспомнить, с 2012 года, наверное. Прям серьезно. Именно преподаю ребятам. Больше уже 10, 12, 13 лет получается. Именно как преподаватель брейкинга. Достаточно уже серьезно, да? Да. Ну, смотрите, значит... дослужился того, что я стал старшим тренером нашей республики по брейкингу. Это прекрасно. И готовлю своих учеников летом будут у нас Дети Азии, международные спортивные игры. И брейкинг там будет присутствовать как отдельная дисциплина. И готовимся к этому мероприятию. Ой, как здорово! Очень, очень здорово. Смотрите, получается, наша передача, вообще называется «Испытано на себя», да? И я абсолютно не умеха, я никогда не танцевала, никогда себя в этом не пробовала, но, конечно, видела. Смотреть и танцевать – две разные вещи, поэтому я вас сразу предупреждаю, что работы, наверное, со мной будет очень много, но я буду стараться. Будем работать, посмотрим. Надеюсь, что у вас все получится. Буду стараться показывать вам легкие движения. В брейкинге, как вы, наверное, заметили по ребятам, там особо легких движений как таковых нет. Но посмотрим, как все получится. Испытано на себе. Брейкинг – это часть хип-хоп культуры, в основе которой лежит 4 самых главных принципа. Первое. Умеешь сам, научи другого. Этот принцип показывает о том, как важно передавать позитивную идею, советовать, наставлять и следить за тем, чтобы культура совершенствовалась и не забывалась. Второе. Знание – это 5-й элемент хип-хопа. Сайфер является таким местом для танцоров, который дает им возможность танцевать, батлить и делиться своими движениями, знаниями, тем самым обучаясь друг у друга. Третье. Мир, любовь, единение и веселье. Культура хип-хопа зародилась в очень трудные времена, во времена бандитизма и крайней нищеты. Мир, любовь, единение и веселье – это как раз те основы, которые заложили те самые участники группировок и банд для того, чтобы положить конец насилию и объявить мир. Молодежь также собиралась, но уже не ради борьбы с друг другом, а ради веселья. И это была такой отличной идеей для того, чтобы реализовывать себя, но уже в позитивном ключе. Брейк-данс – это не только танец, это еще и вид спорта. И с 2024 года он входит в программу Олимпийских игр. Испытано на себе. Всем привет! Так. Как настроение, ребят? Отлично? Это замечательно. Сегодня я буду на вас смотреть и понимать, какая же я неумеха, потому что вы так все уже, наверное, прекрасно танцуете. Я и видела, что вы хорошо танцуете. Нравится вам заниматься? Да. Любите брейк-данс? Да. Ну что ж, я сегодня тоже попробую влюбиться в него. Чтобы начать именно урок, надо примерно понять, у нас в брейкинге есть 4 основных направления. Раньше говорили что есть верхний брейк-данс, нижний брейк-данс. Это все неправильно, потому что кто как видел, они так и представляли. Но сейчас есть 4 направления. Давайте на примере ребят я вам примерно покажу. Давайте, ребят, встанем, как на джеме. Давайте начнем с самого стандартного топ-стиля, это топ-рок. Давай сделаем музыку чуть-чуть погромче. Давай, кто у нас? Давай, Эрель, только топ-рок, хорошо? Верхний. Давай. Приглашаю тебя на середину нашего импровизационного танцпола. Let's go!
как вы видите, это вот топ-рок, это когда топ-рок с английского, это верхний кач получается. Ну, вот эти вот забегания верхние. Та-та-та. Качаем. Танец, это получается наш стиль, наш почерк. У каждого он более-менее свой. Окей, спасибо, Ариэль. Давайте ему похлопаем. Ага. Двигаемся дальше. Потом у нас уже сверху мы опускаемся уже вниз. Давай, Гришань. Футворк. Работа ногами, уже чистый футворк. Вот, то, что мы называем, вот, тут очень много движений, фишек, тоже каждый. Скажу от себя то, что брейкинг это свободный стиль в том плане, то, что чем оригинальнее, чем ты не похож больше на других, тем это котируется и становится прям, ну, круто получается. Окей, спасибо, Гриш. И стоп. Давайте похлопаем. Ага. А и следующий стиль у нас фризы. Давай, Кирилл, пломбир, покажи нам, давайте. Only фризы, давай, power tricks такой. То есть, допустим, вот пам, фишечки под музыку. Раз, два, тан, тан, пам, пам. Вот. Чик, чик. Давай, через мостик тоже давай, покажи вот свою фишечку. Так, тан, тан, пам. Статичные. Окей, спасибо, Кирилл. Так, ну и дальше у нас Power Move. Это самое то, что называют брейкингом. Давай, Долан, покажи-ка нам. Это уже крутящиеся, витящиеся элементы. Only Power Move. Летающие. Во-во-во-во. Fly, черепашка. Давай, Гел, покажи нам. Так. И свайп давай еще. Пам. Пам. Свайп. Let's go. Свайп, покажи еще раз. Давай. Пам. Но это уже не элемент, это называют, то есть это не фишки, это уже элемент. Давайте похлопаем. Ага. Да, это уже элементы. И самый любимый движение, давай headspin покажи, Кэрри. Из Power Move тоже. Ага. Headspin. Вращение на голове. Все просто. Встаете на голову и вращаетесь. Проще некуда. Ага. Ага. И... Опа. Все, похлопаем. Вот такой вот небольшой экскурс по направлениям нашего танца. У меня сразу возник вопрос. Давайте. То есть движения, ну, достаточно сложные, я бы даже сказала, акробатические, да? Да. И как бы, ну, мы все понимаем, что когда дети, они более пластичные, да, подвижные, и как бы оно все как-то и прекрасно, да, получается. А взрослые легко обучаемы? Ну, не секрет то, что вообще, как и в гимнастике, вот все вот ребята еще параллельно того, что занимаются брейком, они еще занимаются гимнастикой. Поэтому они уже физически крепкие и так далее, поэтому им более-менее легко дается. Но чем раньше начнешь, то, конечно, легче, потому что ты можешь уже растянуться, и тело более-менее не сформулировано, в каком плане можно сказать. Мышечный корсет и так далее развивается именно правильно, именно в этом возрасте. Но брейкинг чем хорош, то что там нету такого, то что если тебе уже там за 20 и так далее, ты уже поздно, такого нету у нас. Лично я сам начал заниматься брейком, именно профессионально, мне тогда сколько? Мне 17 лет было, когда я прям начал именно брейком заниматься. До этого я танцевал там и народные, и борьба, вот, футбол, все дела. Просто порог у нас и нет такого, короче, так можно сказать. Испытано на себе. Так, ну что ж, ребята, пока тренера, значит, рядом нет, он отошел, сейчас мы узнаем всю правду. Расскажите мне, пожалуйста, как вы пришли в брейк-данс, и, то есть по своему желанию, или вас как-то кто-то привел, родители, может быть, посоветовали, друзья? Видео мама мне, когда я первый раз занимался брейк-дансом, меня мама показала, где, как танцуют. И я пошел, согласился. Сначала не хотел, потом согласился. И я танцевал фокусом, сиськи научился делать. Потом я ушел с брейк-данса, а потом обратно пошел. Да, почему уходил? Потому что там отдельно занимались. Понятно. Ну, в целом ты любишь брейк-данс, ты его полюбил, да?
Ага. А вот у меня вопрос такой. Как тебя зовут? Меня Лиля. Лиля зовут, да? Смотри, Лиль, я так обратила внимание, что ты одна девушка, да? То есть можно сказать, что мальчики чаще, да, увлекаются брейк-дансом? Да. Да? А вот что тебя привлекло тогда? Ну, до этого я сначала занималась чисто хип-хопом, и параллельно я еще занимаюсь борьбой, и сейчас тоже. Но потом случилось так, что мою группу, там, где я занималась хип-хопом, закрыли. И получилось так, что мой тренер, который ушел сейчас, он меня пригласил позаниматься и И все, и ты осталась, тебе понравилось, ты осталась заниматься. А что тебе дает брейк-данс? ну, пластичность, и, можно сказать, я очень люблю этим заниматься. Любишь танцевать в целом, да? Ну, я так понимаю, все просто любят танцевать, да, и совмещают приятное с полезным, да? Да. А как вы пришли в брейк-данс? Вообще, вот, я расскажу историю вообще основного костяка нашей команды Monsters Crew. В общем, изначально мы все занимались спортивной гимнастикой, где Петр Николаевич был нашим тренером по спортивной гимнастике. Мы вообще с самого маленького возраста, вообще с садика, вот здесь он напротив находится, мы, получается, с садика занимались спортивной гимнастикой, и в один момент просто Петр Николаевич, дал нам элемент, мы его попробовали, нам понравилось, и он в итоге создал так, начал нас обучать брейк-дансу потихоньку. Потом уже это все перевелось в полноценные тренировки по брейк-дансу. И сейчас мы совмещаем и гимнастику, и брейк-данс. Вот смотри, можешь ли ты представить свою жизнь без брейк-данса? Нет. Теперь? Нет, да? вообще нет. Это часть жизни. То есть это стиль жизни, да? да? И вы, получается, вот уже как бы основной костяк вместе практически, да, с самого начала, уже много лет занимаетесь. Да. И можно сказать, что как одна семья, да? Да. Ой, это очень прекрасно, ребят. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом. Вы, конечно, огромные молодцы. Я видела, как вы танцуете. Это просто, конечно, это заслуга в том числе и тренера, но ваши личные, да, данные, индивидуальность, тоже талант, тоже имеет место быть. Вы огромные молодцы. Желаю вам успехов. Не останавливаться на достигнутом. Занимайтесь, танцуйте, развивайтесь и просто будьте счастливы. Спасибо. Испытано на себе. Подключаем плечи. Шаг вперед. Шире. Меняем стороны. В стену. Туда. Оп, поворачиваемся. И обратно возвращаемся на зеркало. Окей, хорошо. Теперь go down. После того, как мы сделали кросс-степы, пам, крестик. Ножками делаем крестик, пам. Ноги стоят, крутятся, но на одной точке. Делаем вращение и в то же время делаем приседание вниз. И у нас получается go down. Ага. Не надо вот крутиться потом, это делается одновременно. И садимся, и вращаемся одновременно, и должны прийти в это положение. Во, класс. Давайте еще раз, все вместе. Максимально медленно, окей? И хоп, правая нога спереди, и опускаемся вниз. Ага. Должны оставаться на ногах. Вот это вот положение. И отсюда начинается так. Давайте сикстеп, да? Или это сложновато будет? Ну, давайте с сикстепа начнем. Или попроще. Нет, давайте Russian степ сначала сделаем. Максимально проще. Так, да. Вот отсюда вот. Запомните то, что мы должны, смотрите, коленки все время должны смотреть вперед. Если они вот в этом положении, либо вот так, значит, у вас будет сложновато сидеть. Все делается на носочках, коленки смотрят вперед по горизонту, и спина должна быть прямой. Не вот так,
не вот так. Ага. Кому сложновато, можете руками помогать себе, там, придерживать. Ага. Так, с этого положения левая ножка выпрямляется. Пам. Вот. И раз, русские шаги. Во время подскока вверх меняем ножку. Пам. Вот. И еще раз. Пам. 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 Во. Ага. Вот. Наклоняешься вперед, поэтому сложновато. Надо спинку держать прямо, тогда и получится полегче. Ага. Вот с этого положения поехали. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ага. Окей. Тебе легко? Он не признается, если даже ему сложно. Ага. Окей. Так, и потом дальше проще. Так, давайте two-step. После того, как мы сделали вот это движение, ручки ставим вперед. Ага, уже. Так, делаем на полупальцах, ребят, чтобы посадка была высокая. Если мы будем ставить полностью ладошку, у нас плечо уже внизу, и вам тупо сложнее дальше делать движение. Поэтому на полупальцах, но аккуратнее. Кто устал, можете полностью руку ставить. Отсюда, хоп, продеваем и назад. Как? Вот смотрите, левая ножка подгибается, хоп, вес руку передаю на убрала. левую ногу, уже, да, я уже на этой ноге стою уже. Правая делает шаг назад. Пам, пам. Вот. Голова важнее нашей пятой точки, поэтому голова должна быть выше. Вот так вот не стоим. Вот. И отсюда делаем, давайте встанем на ноги, чтобы было понятнее. Делаем крисс-кросс, стоя. То есть правую ножку, хоп, обратно. Теперь левую ножку вперед, хоп, обратно. Попробуем делать это в динамике. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. У всех получилось? Да. Кровь из носа не пошло, тогда двигаемся дальше. То же самое делаем внизу теперь. Камень в мой Пам. огород был. Вот. Теперь то же самое в этом положении. Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. У всех получается? Ага. Запомните то, что если вы любое движение делаете медленно, значит у вас быстро оно точно получится. Потому что быстрее делать это гораздо легче. В идеале потом, после того, как вы сделали вот это движение, можно с глайдом, то есть не обязательно вот так вот прыгать каждый раз, а именно скольжение. И набираете скорость. Вот. Пробуем. Потихонечку. Знаешь, почему тебе сложно? Потому что у тебя ноги слишком далеко. Ты прям вот так вот стоишь. А надо, если я буду коленкой чуть подгибать и ножки ближе к себе. Тогда гораздо легче. Попробуй. Ага. Нет, еще ближе. Еще. У меня цепляется обувь. У всех так интересно? Да. Ага. Скорее всего. Ножки ближе. Максимально ближе и ноги чуть-чуть врозь. Ага. Да. Во. Они путаются у меня друг в друге. Это слишком сложное задание. Да? Мне кажется. Окей. А вообще Хорошо. сколько элементов в брейк-дансе? Я Именно- слышала, что 4. Это правда? Нет, это 4 направления, а там есть такое понятие, как фишки, а есть элементы. Самих элементов сейчас пока что их 24. Но сейчас работают элементы, это когда именно движение из Power Move, например, это как цикличное движение. Получается, вы повторяете одно и то же действие. Допустим, давай, стань-ка на черепашку, Долан. Давайте вот на примере парня сейчас покажем. Стань на черепашку и покажи, пожалуйста, один гел. Ага. Пам, хоп, видите, он вернулся в то же положение, от которого начал. Он встает на черепашку. Давай-ка еще раз. Ага. На черепашку встань. Еще раз покажи. Максимально попробуй медленно. Хоп. Вот. А если это движение сделать цикл, и у него получится, давай подряд теперь 3 раза, с рукой. Вот. Мы просто соединяем одно и то же движение, переход просто. Вот это называется элемент. Ага. И таких движений пока что 24. Сейчас уже по всему миру идет такой челлендж, эстафета, то, что
есть такое движение, называется air twist. То есть, находясь вверх тормашками, надо прыгнуть с руки на руку. Потом буквально где-то 5-6 лет назад один из брейкеров, минуя правую руку, он перелетает с одной руки на вторую. Это прям суперсложное движение, называется рил. Теперь, чей-то телефон, парни. Сейчас работают над тем, чтобы во время вот этого полета сделать 2 оборота и приземлиться на ту же руку. Сейчас кто это сделает, он будет прям уже легендой. Сейчас ребята из Азии, парень с Вьетнама, он делает 2 оборота, ну, падает сейчас в этот, на локоть. Я думаю, еще пару этих он сделает этот элемент, и он попадет в историю. Так что пока что их 24, но все работают над 25-м элементом. Вот интересно, 24 элемента в арсенале у Ну, брейк-дансеров, да? Да. И вы сказали, я вот обратила внимание, что главное для танцора, да, брейк-дансера, это индивидуальность. Индивидуальность. Ну, а насколько это просто, имея всего 24 элемента, да, ну, движения в арсенале, выработать какую-то свою индивидуальность, найти свои фишки? Проще, наверное, скорее всего, будет показать. Так, Эрель, сделай-ка простой гелик через одну руку. Сейчас вы сразу поймете. Давайте вон туда, на мягком сделай, чтобы было этот. Просто гелик сделай с этим, через руку, ага. На примере одного из самых основных движений. Да, начинай. Пару кругов сделай, хоп, хоп, хоп. Все, стоп, отлично. Ну а теперь захватом давай сделай, как ты умеешь. Ага. Так. Нет, давай, Долан, еще раз иди. Ага. Давай. Допустим, он сейчас... давай, Долан, покажи. Самый обычный гелик с рукой. Ага. Да, не, без захвата, чтобы было понятнее. Допустим, есть элемент, гелик называется, виндмилл, вертолетик. Просто гелик покажи через руку. То же самое, что я делал. Просто с рукой. Вот. А теперь без руки покажи его. И захватом вот это вот, как ты умеешь. То есть есть элементы, есть вариации этого элемента. Вот. Видите, пам, он держит за паху область. Так. Давай еще какой-то другой гел теперь покажи. Теперь бочку покажи-ка. Ага. Вот. Он уже вот с крестиком. Хотя это один и тот же элемент. И таких вариаций может быть очень много. Кто оригинальный, допустим, вместо того, чтобы захватить вот так, кто-то захватит за этот. Во время вращения там делают продевание. И таких фишек очень много. Потому что все разные, тем оригинальнее, тем лучше. Здорово. А насколько вообще развита у нас эта культура в городе? У нас в Якутске? Да. В Якутске. У нас был пик всех наших движений. Где-то 12-13 у нас было очень много, но сейчас мы с количества больше перешли на качество, скорее всего. Потому что те, кто занимается именно вот брейкингом сейчас, вот взрослые ребята, да и малыши, допустим, вот ребята, когда я сам лично учился, у нас тренеров не было, мы просто смотрели видео и думали то, что, ну, примерно как-то вот он так вроде делает, и каждый что-то вроде меня подсказывал. У нас этот путь длился очень долго. Например, элемент, который я учил, получается, полгода, вот с правильным тренером, вот мои ребята вот уже могут там, кто-то за неделю даже может научиться этому элементу при правильном подходе этих. Поэтому этот путь сократился. Но фишка в том, что очень многие прям видят то, что это сложно, и ломаются, короче. Вот тогда и приходит вот характер, получается. А если брать вообще по региону, ну хотя бы по республике, насколько вот у нас в Якутске сильная школа брейк-данса? Так, школа... Задаем ли мы позиции всем остальным? Так, ну, это будет звучать не очень скромно, но скажу то, что у нас по Дальнему Востоку, у нас вот недавно брейкинг стал спортом, но у нас единственный пока КМС по брейкингу среди Дальнего Востока. Это тоже мой ученик, мой родной брат Чезар, он сейчас живет в Москве, тоже там преподает брейкинг. Он является единственным пока что среди Дальнего Востока кандидатом мастера спорта по брейкингу. Вот. Ну и по Дальнему Востоку вот на прошлой поездке мы победили по Дальнему Востоку. Там был финал против, там кто с кем был? Чезар был, из парней из Хабаровска. Вот там Хабаровск, Владивосток,
Южно-Сахалинск, Благовещенск, ну и мы так вот именно Пермь. Потом мы уже вот в апреле поедем получили путевку на, получается, чемпионат России. Вот, в дворце гимнастики Ирины Винер будет прям кульминация нашего вида спорта. Здорово, ну это прям заслуживает уважения, и всегда так приятно осознавать, что тот город, в котором ты живешь, да, занимает лидирующие позиции в каких-либо, да, категориях. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы делаете такое дело и развиваете эту хип-хоп культуру у нас в городе. Всегда пожалуйста. Испытано на себе. А на носочек. Обычно в брейкинге все надо быть легким, все время на носочках, короче. На пятках попрыгать не получится, да, сложновато. Поэтому все время на носочках, с правой ноги. Поехали. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, хоп, 7 и 8. Опустились вниз. Окей. Тут, чтобы было проще, давайте морячок вот это вот. Так, давайте левую ножку, хоп, сюда поставили, правую ножку выпрямляем и по кругу, как в садике, короче, оп. Ага. Давайте это сделаем 2 раза. То есть и 1, 2, хоп. Ага. Во-во-во-во. Окей. Так, встанем и как можно? Вот, хоп, ножку вперед. Как было? Ага, то есть смотри, вот. 1, давайте 1 раз, а то 2 раза, вот. Коленка ставим сюда, поднимаемся. Рука выдержите, ну давай попробуем. Правую ножку вниз опускаем сюда, кручусь. И ручку вот не на животик, а чуть-чуть сюда. Ножку, левую ногу выпрямляю, ставлю руку в бочок вот так вот. Так, Рука выдержит, нет? Нет. Вот. Смотри. Попробуем сделать. То есть у тебя должно получиться вот так. Хоп, вниз, пам. Вот так? Да. Если понять. Так? Да. Голову вниз. Вот смотри. Голову вниз. Вот сначала посмотри. Вот. То есть тут плавно. То есть хоп, опускаюсь, ручку ставлю. Левая нога, когда выпрямляется, я уже внизу. Опускаюсь вниз, голову сюда. И когда подгибаю левую ногу, а эта нога выпрямляется, у тебя получается вот такое движение. Опора на правую руку, на голове, на руке, и еще вес распределяю сюда. Там точек опоры много, так что, по идее, должно получиться. Так, давай-ка еще раз. Оп, Не. Нет, это, по-моему, не мое движение. Оно очень сложное. Так, что еще проще? Давайте тогда сделаем так. Правую ножку, еще упрощаем. Правую ножку вперед. Вот когда я вот кручу, и когда уже на второй круг иду, я просто сажусь на попу, замахиваю этой ногой, и когда кручусь, оказываюсь на спине, и потом делаю свечку. Свечка получится? Давай еще раз попробуем. Свечку, и во время свечки давайте сделаем фриз вот такой вот, четверочку. Так, сначала? Давай. Правую ножку сюда. Поехали. И хоп, и замахиваем, вот, сажусь, и как левую ножку сюда, чтобы замахиваю, и в то же время толкаюсь рукой. И тогда он получится вот. Вот. Ништяк. И хоп. Села. Вот смотри, когда я уже на локоть спускаюсь, потому что не надо вот крутиться, ложиться, а во время уже вращения. Так, было вот так. Вот так было, да? И хоп. Подождите, сразу, да, поворачиваюсь? Не. Вот. Да. Давай еще раз.
слишком долго раскручивалась, да? Один мах просто сделай от начала до конца. Вот, ага. Вот, и когда вот ножка идет, ты уже садись. Пам, села, эту ногу раскрыть и замахиваешь. Вот так вот. Это вообще не похоже на брейк-барди. Ага. Давайте элементы какие-нибудь. Оп, оп. Прямо вот отсюда вот. Оп, села, пам, пам. И отсюда. Надо крутиться По-моему, поняла. на этот. Не на лопатках. Да-да. Во-во-во-во. Почти. Да. Уже вращение, ты же тебя уже вращает, это уже хорошо. Вот отсюда вот затягиваешь и пам. Ага. Так. Потом села. А, нет. Да, садись, садись. Садись, эту ногу, да, и замахивай. Фриз. Не вышла, не докрутила. Еще разок. Хоп. Во! Ну, вот это было, ага. Так, смотри, давай именно свечку сделаем. Так, вот что? Вот. Раскрутиться, Поясни. типа? Не, просто свечку. Вот, четверочка и локти ближе друг к другу. Так будет устойчивее. Вот. Все. Запомни. И теперь вращаешь и прям резко. Там в моменте надо это сделать. Сейчас. И не жди, когда полностью ты остановишься. Хорошо. Ага. Пам, пам. Села и... Да. Ты голову тянешь. Ага. Это как в качелях. Если ты голову тянешь, ноги уже сами опускаются. Поэтому голову не надо поднимать. Да. И хоп. Пам. Во. И еще один момент. Давай, вот. Допустим, садись. Ага. Замах должен быть как часы. Ты мажешь вверх, а надо вот по земле. Ясно? Пам, пам, села и... Нет. Да, все правильно, Так, да? все правильно. Еще Прям раз. замахнуть надо. Так, парни, давайте six-step freeze. Вы троем. Нет, вы вдвоем, Миша и Влад. Давайте вот сюда. Арсен тоже. Давайте на стеночку, на стоечке тренируйте. А то вы слишком бегаете туда-сюда. Сейчас парни вас собьют. Смотрите, у меня получилось. Давайте. Так. Я весь внимание. Хоп, ага. Пам, пам. И хоп. Еще раз. Сейчас, смотри. Ну, тогда было. Ага. Это вот сейчас что-то не вышло. Так. Замах, медленно, не спеша. Вот, хоп, садись, садись. Эту ногу надо чуть-чуть выпрямить. И представь то, что тут в футбол же ты играла по-любому. Тут мяч, и ее надо пнуть вот так. Хоп, Поняла. забахивай. Пам, ложись, затягивай ту вторую ногу себе. И свечка. Шик. Ну, типа по спирали вверх. Как серпантин. Ага. Оп. И вверх. Отдышись. Отдохни. Это невероятно сложно, если бы вы знали. Ну ничего, посидели, отдохнули и дальше. Так, вот это было. Потом сели. Во-во-во-во-во. Все правильно. Вот, еще один момент. Там маленькая деталь. Левую ручку ставь чуть подальше, тогда крутка будет сильнее. Все в мелочах. Во, сразу же вышло. Ага, отлично. Давайте сначала теперь закрепим.
Ага. Давайте. С правой ноги. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бам! Вниз. Хоп. Ага. Руку ближе, левую руку ближе. И поехали. Круг. Садимся. Замахиваем. Фриз. Испытано на себе. Качаем, качаем, иди сюда. И фриз! Отлично! Ну что ж, вот и закончилась наша тренировка изучения танца, в принципе, культуры брейк-данса. Хочу сказать, что очень сложно, для новичков невероятно сложно. Тем более, как мы выяснили, да, лучше приходить в эту, ну скажем так, вид спорта ребенком и смежно еще иметь дополнительное какое-то, да, мастерство. Не или обязательно, но заниматься- это желательно поощряется. тогда. Желательно, да. Это в принципе поощряется для здорового образа жизни, да? Вот, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы научили меня элементам брейк-данса. Я теперь все равно, ну, конечно, не углубленно, да, но тем не менее знаю, как он танцуется, на чем это строится. Вот, кстати, со стороны кажется, что это просто, да, если не углубляться. Потом, когда ты начинаешь разминаться, то понимаешь, что это очень сложно. И поэтому хочу вам сказать лично от себя огромное спасибо за то, что вы делаете такое большое дело на самом деле, да? Спасибо. Растите поколение, целое поколение в этой культуре. Спасибо большое и спасибо за то, что вы приняли участие в нашей программе, что немаловажно. Вот. И хочу пожелать вам, конечно же, дальнейшего личностного роста, побольше учеников, талантливых учеников и благодарных учеников, чтобы школа ваша развивалась, цвела, и вам лично всего самого наилучшего. Еп-еп! Якут, бэйби! Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. До новых встреч! Быстренько сразу. Давай, Гриша, сразу. Вали. Заключительный джем. Все, да? Испытано на себе.